8 вечера, а значит, в эфире Информбюро. С вами Ирина Евгеньева. Как всегда, честно о важном. Смотрите сегодня. В Кустанае в детском центре специальных услуг умер подросток. Что именно произошло в учреждении, где содержатся дети с особыми потребностями? Пообедал, и его уложили на дневной сон. Но, к сожалению, после дневного сна разбудить его не смогли. Общественники выдвигают версию о жаре и плохих условиях содержания. Так ли это? Что говорят официальные органы? Беглец найден. Солдата-срочника задержали недалеко от Усть-Каменогорска. Как он объяснил причину своего побега и что теперь ему грозит? Едва не лишилась квартиры. В Актубе женщина поверила мошенникам и выставила на продажу двухкомнатную за бесценок. Кто помог разоблачить обман? И в тот момент я точно поняла, что это не родственники и как раз таки это мошенники. О чем напоминают стражи порядка? Разрушительное землетрясение в Японии. Каковы масштабы? Число жертв постоянно растет. Что известно к этому часу? Толчки какой силы зафиксировали казахстанские сейсмологи недалеко от Алма-Аты. Уснул и не проснулся. В Кустанае в центре социальных специальных услуг умер ребенок. В учреждении находятся дети с тяжелыми заболеваниями. Это место уже не раз оказывалось в центре громких скандалов. Были и сообщения о рукоприкладстве, и жалобы на условия содержания. Что известно о трагедии и какие версии звучат, расскажет Нина Шапо. В этом центре оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью умер 14-летний воспитанник. По словам сотрудников центра, ребенок был активным, пообедал и пошел спать, но не проснулся. В социальных сетях на странице правового центра появилась информация о том, что мальчик скончался от остановки сердца. По мнению общественника, причиной могла стать духота в помещении и отсутствующие кондиционеры. Утром во время медобхода работники мерили температуру, медосмотр осуществили, никаких там изменений, повышенной температуры тела, ничего не было. Ребенок активно вел себя в первой половине дня, пообедал, хорошо пообедал, и его уложили на дневной сон. Но, к сожалению, после дневного сна разбудить его не смогли. В каждой группе обеспечен температурный, питьевой режим. В каждой группе установлены соответствующие кондиционеры. То есть с детьми на круглосуточной основе находятся взрослые люди, которые обеспечивают им соответствующий уход, смотрят за ними. Причину смерти пока не называют. В полиции сообщили, что дело по факту смерти подростка находится на контроле. По факту смерти несовершеннолетнего полицией проводится проверка. Проводятся все необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Уполномоченная по правам ребенка Кустанайской области сообщила, что мальчик находился в учреждении 10 лет. У подростка был сложный диагноз. Этот центр практически находится на моем, скажем так, контроле. Мы выезжаем, беседуем не только там с родителями, детьми, но и с сотрудниками. Почему? Потому что на самом деле там очень много сложных детей, с ними тоже работать очень сложно. Почти 140 детей находятся там, из них есть со сложным диагнозом, где-то человек 15, 10 таким средним диагнозом и 36, которые стабильно болеющие дети. Поэтому созданы все необходимые условия, в принципе, для детей. Здесь уже зависит от организма ребенка. Поэтому на сегодняшний день в связи с погодными условиями, в принципе, кондиционеры они работают, может быть, не в таком прям большом формате, но в принципе они есть. Температура воздуха в комнатах не такая стабильная, не сказать, что это может повлиять на здоровье ребенка. Это учреждение не первый год оказывается в центре громких скандалов. Перелом руки у ребенка с аутизмом, издевательство над воспитанницей с раскаленным утюгом, избиение ребенка инструктором по физкультуре, которая попала на видео. И теперь смерть воспитанника. После этого случая вопросов к учреждению становится еще больше. Нина Шапо, Бауржан Ержанов, Информбюро, Костанай.
21 ребенок погиб, 180 получили травмы. Это сводки спасателей по фактам выпадения детей из окон. В этом году они зарегистрировали 201 такой случай по стране. А ведь трагедии могло и не быть, если бы на окнах были установлены защитные замки. Оксана Матасова продолжит тему. Мы находимся на 4-м этаже многоквартирного жилого дома микрорайона Сарыарка города Кокшетау. Падение с такой высоты смертельно опасно для любого человека, особенно ребенка. За моей спиной акмолинские спасатели производят блокировку окон в квартире, где проживают маленькие дети. Вот такая небольшая штучка, которая стоит всего около 2000 тенге, может спасти жизнь вашему малышу. С начала года только в Акмолинской области спасатели уже установили более 1600 защитных устройств на окна, в основном в квартирах многодетных и социально уязвимых семей, а также провели более 2000 поквартирных обходов. Данное устройство, блокиратор называется, оно предназначено для того, чтобы блокировать, получается, окно от полного открывания, для того, чтобы сохранить жизнь детей. Как вы видите, что данный блокиратор не дает дальше открыть окно, полностью открытие. В эту щель уже ребенок не пролезет, и поймет, что туда нельзя уже. Однако, несмотря на все принимаемые меры, трагических случаев избежать пока не удается. С начала года уже из закона квартирных жилых домов выпало 12 детей. Один из них – это летальный исход. Также в прошлом году у нас выпало 16 детей. В 2 случаях это был летальный исход. Вместе с тем требования к безопасности ужесточаются и для застройщиков. Строительные нормы предусматривают обязательное оснащение оконных блоков замками безопасности. А с 1 июля этого года контроль за соблюдением этих требований стал одним из этапов приемки новых многоквартирных домов. Согласно строительным нормам Республики Казахстан, оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, замками и механизмами безопасности. При осмотре объектов строительства, при готовности их будут акцентироваться и учитываться соблюдение данных строительных норм. Впрочем, новые требования распространяются только на строящееся жилье. В уже введенных в эксплуатацию домах безопасность детей по-прежнему зависит от самих родителей. Спасатели напоминают, москитная сетка не способна удержать вес ребенка, и несколько секунд без присмотра могут привести к непоправимой трагедии. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро, Акмолинская область. В Усть-Каменогорске нашли солдата-срочника, который самовольно покинул воинскую часть. По данным Главного управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана, его задержали в 20 километрах от областного центра. Военнослужащего доставили в отдел военной полиции. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомню, 22-летний солдат-срочник в день побега был в составе суточного наряда в качестве дневального. Его объявили в розыск и нашли спустя 6 дней. По предварительной информации, причиной самовольного оставления места несения службы стала тоска по дому. В ходе разбирательства военнослужащий сообщил, что фактов неуставных взаимоотношений, а также превышения должностных полномочий со стороны командиров и сослуживцев не было. В июне цены на новое жилье в Казахстане выросли в среднем на 14% по сравнению с прошлым годом. Это данные Бюро национальной статистики. В отдельных регионах рост оказался еще заметнее. В Астане стоимость новостроек увеличилась более чем на 19%, в Актубе почти на 18%, ну а в Алматы более чем на 14%. Эксперты объясняют удорожание сразу несколькими факторами, ключевой из которых рост цен на строительные материалы. Себестоимость жилья растет сразу из-за нескольких факторов. Дорожают земля, рабочая сила и логистика. Но основную долю удорожания составляют строительные материалы. По данным Бюро нацстатистики, за последний год значительно выросли цены на отделочный камень, песок, глину, известняк и другую неметаллическую продукцию. Но наиболее чувствительным для отрасли стало подорожание цемента, одного из основных материалов, который используется практически на всех этапах строительства.
Если ранее стоимость цемента составляла за тонну М400, М350 около 33-34 тысяч тенге, то сейчас около 50 тысяч тенге за тонну. То есть за полгода подорожание, сколько это получается, с 15 тысяч тенге, то есть это 50% подорожания. Конечно, это автоматически влияет на все последующие цепочки производства. Влияет и импорт. Лишь около половины строительных материалов производится в Казахстане. Остальное закупается за рубежом. А значит, отрасль напрямую зависит от валютных колебаний. Вместе с тем, специалисты считают, что часть застройщиков воспользовалась ситуацией и завысила стоимость жилья на 30-40%. Тогда как объективный рост цен на первичном рынке с начала года оценивается в 10-15%. При этом разрыв между стоимостью квадратного метра и доходами казахстанцев продолжает увеличиваться. Несмотря на это, эксперты отмечают, жилье будет дорожать и дальше. Это не говорит о том, что это увеличится цена квадратного метра, потому что застройщику все равно нужно продавать, просто маржа будет меньше, вот и все. Бесконечно нет маржу, допустим, 40% держать, но при резком росте стройматериалов просто будет невозможно. Я думаю, что будут удовлетворяться 15-20%. В первую очередь при резком дорожании стройматериалов пострадают застройщики, потому что кошелек казахстанцев не безграничен. В мировой практике стоимость квадратного метра жилья считается доступной, если она составляет от 3 среднемесячных доходов жителя региона. Казахстану, по мнению специалистов, важно стремиться именно к такому ориентиру. При этом уже осенью специалисты прогнозируют оживление спроса на рынке недвижимости. Анастасия Новикова, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, Информбюро. Чуть не осталась на улице из-за телефонных аферистов. В Актубе 56-летняя женщина едва не продала свою единственную двухкомнатную квартиру. Мошенники действовали настолько убедительно, что женщина сама пошла в агентство недвижимости. Сделка уже готовилась, но в ситуацию вовремя вмешалась бдительный риэлтор. Подробности этой истории знает Эльмира Ержанова. 56-летняя жительница Актубе вначале позвонил якобы сотрудник службы доставки, а затем банка. Они убедили женщину пойти в банк, чтобы оформить кредит и перевести деньги на счет. Однако в банке женщине отказали в займе, после чего неизвестные уговорили ее продать жилье якобы для сохранности. Двухкомнатную квартиру она готова была продать за 8 миллионов тенге, тогда как рыночная стоимость ее 13 миллионов. На ваше имя в 6 банках взяли кредиты. От 6 миллионов, там 4 миллиона 180 тысяч. Я, конечно, в шоке была. Вот. Будем пытаться, сейчас мы их заблокировать, либо, как это правильно сказать, рефинансировать, ну что-то будем делать. Для продажи жилья женщина обратилась в агентство недвижимости. Покупатели нашлись сразу же, но избежать обмана удалось. Менеджер агентства заподозрила мошенничество, стала разговаривать с женщиной, после чего вскрылась вся правда. Сказала, я уже не знаю, кому верить. И в тот момент я точно поняла, что это не родственники и как раз-таки это мошенники. Я набрала 102, а потом набрала номер киберполиции. Прибывшие сотрудники полиции разъяснили женщине, что она едва не стала жертвой мошенников. Если на ваш телефон позвонили неизвестные, представляются работниками банка или полиции и убеждают вас продать ваше имущество, а деньги перевести на неизвестный счет, не верьте, это мошенники. Полиция напоминает, сотрудники банков и государственных органов никогда не требуют сообщать СМС-коды, переводить деньги на безопасные счета или продавать имущество. При подобных звонках нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию. Эльмира Ержанова, Информбюро. Ну а сейчас короткая реклама и смотрите далее в Информбюро. Разрушительное землетрясение в Японии. Каковы масштабы? Число жертв постоянно растет. Что известно к этому часу? Толчки какой силы зафиксировали казахстанские сейсмологи недалеко от Алма-Аты. Бой стихийным свалкам. В Павлодаре расчищают мусорные завалы. Почему с ними так трудно бороться? Физические и юридические лица пытаются сэкономить свое время и денежные средства для вывоза отходов. Какие штрафы предусмотрены?
Разрушительное землетрясение в Японии унесло жизни по меньшей мере 18 человек. Более 380 пострадали, но цифры постоянно меняются. Десятки людей числятся без вести пропавшими. Помимо этого, регион готовится к повторным толчкам. Что говорят специалисты и каковы масштабы ущерба, расскажет Ануар Мангельдинов. Тысячи камер зафиксировали землетрясение в префектуре Кумамото. Толчки достигли максимальных 7 баллов по японской шкале интенсивности. Из-за землетрясения произошел взрыв в одном из крупных торговых центров. Вероятнее всего, произошла утечка газа. В ходе поисковой операции, проведенной пожарными и полицией, было зафиксировано наличие запаха газа внутри здания. В любом случае, точная причина в настоящее время выясняется. На данный момент из торгового центра эвакуированы 8 человек. 2 из них скончались, и власти все еще расследуют причину их смерти. Разрушительное землетрясение унесло жизни по меньшей мере 18 человек. Более 380 пострадали. Правда, эти цифры могут еще вырасти. В настоящее время десятки числятся без вести пропавшими. Помимо того, обрушилось не менее 12 зданий. Но и это не окончательное число, говорят власти. В результате подземных толчков около 50 тысяч домовладений остались без света. Серьезный ущерб нанесен и железнодорожной инфраструктуре. А один из поездов и вовсе перевернулся. После всего произошедшего местные жители пребывают в шоке. Это было нечто невероятное. Здание, на которое я смотрел, не рухнуло по частям, а обрушилось все сразу. Меня это действительно потрясло. Пока будем готовиться к повтору, посмотрим, что скажут сейсмологи. Сейсмологи уже зафиксировали около 190 повторных толчков. Угроза новых сильных землетрясений сохранится в ближайшую неделю, говорят они. Ануар Мангельдинов, Информбюро. Казахстанские сейсмологи сегодня в 11 часов утра тоже зафиксировали землетрясение недалеко от Алматы. Эпицентр находился в 257 километрах к югу-востоку от мегаполиса. В городе ощущались толчки магнитудой 2 балла. Но граждане их не почувствовали. При службе МЧС сообщили, что специалисты Казселезащиты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения и селеопасные участки. Повреждений не обнаружили. 127 тысяч заявлений на гранты и тысячи разных профессиональных траекторий. Абитуриенты уже определились, кем хотят стать. Выбирают IT, инженерные и педагогические направления. Но в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта рынок труда меняется буквально на глазах. Какие профессии окажутся в зоне риска, а какие, наоборот, станут еще нужнее, разбиралась Наргиз Сапар. Сегодняшний выбор профессий для многих абитуриентов – это инвестиция в собственное будущее. Среди самых популярных направлений – инженерия, IT, педагогика и другие специальности, которые уже сейчас востребованы на рынке труда. Но пока выпускники школ выбирают университеты, технологии меняют сам рынок труда. На сегодняшний день наибольшая потребность выявлена в инженерных направлениях подготовки, то есть в инженерах, это механика, это металлообработка, это теплоэнергетика. В связи с этим у нас порядка 60% грантов от общего объема госзаказа выделено на направление подготовки инженерные дела. Порядка 20% это на педагогические науки и остальные 20% на разные отрасли в соответствии с потребностью в кадрах. Искусственный интеллект уже умеет выполнять задачи, которые еще недавно считались исключительно человеческими. Но хороший врач, педагог, инженер или даже сантехник без работы не останутся. Самое главное – стать хорошим специалистом. То есть не просто получить корочку, а стать специалистом. И самое главное, чтобы тебе было интересно, это работа. Потому что наша жизнь каждый день по 8 часов минимум мы проводим на рабочем месте. То есть очень многое время. И поэтому, если тебе эта работа не нравится, то как ты будешь жить? Эксперты рынка труда отмечают, полностью предсказать, какие профессии будут востребованы через 10 лет, невозможно. Однако уже сейчас понятно, выигрывать будут специалисты, которые готовы постоянно учиться, осваивать новые технологии и работать вместе с искусственным интеллектом, а не конкурировать с ним. Соискатели выбирают не только те специализации, которые пользуются активным спросом, также пользуются спросом именно те направления, которые подходят именно для самого соискателя. Это сфера искусств,
сфера журналистики, то есть именно такие специализации, которые непосредственно идут, да, поступают абитуриенты. Выбор специальности сегодня – это лишь первый шаг. Главное понимать, как профессия будет меняться вместе с технологиями и какие навыки помогут остаться востребованным завтра. Наргиз Сапар, Никита Гордеев, Информбюро. Предвыборный штаб Народной партии Казахстана провел в Кокшетау круглый стол на тему развития социальной сферы. В центре внимания участников встречи поддержка детей с особыми образовательными потребностями, их социализация и развитие системы адресной социальной помощи. Еще одной темой обсуждения стала защита прав граждан в цифровой среде. Мы говорили о некоторых юридических коллизиях, которые есть в нашей жизни. Это в отношении интернет-мошенничества, как с этим работать. А члены предвыборного штаба партии «Адилет» провели встречу с фермерами Абайской области, в частности, с коллективом компании «Агрофирма Приречная». Кандидаты в депутаты Курултая отметили, что развитие села является приоритетом партии. Также в списке ключевых задач продовольственная безопасность, повышение благосостояния человека труда и устойчивое развитие регионов Казахстана. Партийцы подчеркнули, что необходимо уделять больше внимания поддержке сельского хозяйства, повышению качества жизни населения и формированию справедливой и конкурентоспособной экономики. Члены предвыборного штаба партии «Байтак» встретились с представителями Национальной палаты охотников и рыболовов «Аяла» и коллективом школы номер 66 в Алматы. В фокусе обсуждения вопросы сохранения биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов. Участники встречи обсудили развитие особо охраняемых природных территорий. Сегодня рассказали о партии «Байтак», рассказали о том, что почему мы зеленые, что это не просто цвет, это наша идеология, это наше мировоззрение, это наша ценность и ответственность. Представители партии «Акжол» в Актюбинской области посетили знаменитый завод «Стройдеталь». С коллективом компании кандидаты в депутаты Курултая обсудили вопросы развития промышленности, поддержки предпринимательства и повышения статуса человека труда, а также ознакомили сотрудников предприятия с основными направлениями своей предвыборной программы. И наша цель – открыто обсудить с ними не только нашу программу, с которой мы выходим на выборную кампанию, но и те проблемы, которые сегодня есть. Представители ОСДП в Жезказгане встретились с сотрудниками Центра социальных услуг для пожилых и людей с инвалидностью. Члены предвыборного штаба партии подняли вопрос необходимости обновления соцобъектов, включая дома престарелых. А в Усть-Каменогорске члены партии на встрече с работниками транспортной компании говорили о доступности бесплатной медпомощи и предложении пересмотреть пенсионный возраст для работников производства. Это вопросы по оплате труда младшим и средним медицинским работникам, а также о нехватке квалифицированных медицинских специальностей. Агитационная предвыборная кампания продолжается в разных регионах страны. В Павлодарской области члены партии «Республика» встретились с коллективом Евразийской энергетической корпорации. Кандидаты в депутаты Курултая обсудили вопросы налоговой политики, развития моногородов, часового пояса и условий труда. А в Павлодаре партийцы провели встречу с представителями молодежи. Были встречи с молодежью, это были промышленные объекты. На самом деле спектр вопросов и задач он разный. Волнующие многих казахстанцев вопросы здравоохранения обсуждали члены партии «Аул» в Петропавловске. На севере страны члены предвыборного штаба провели встречу с персоналом местной больницы. Среди обсуждаемых тем – развитие сферы здравоохранения, улучшение условий труда медработников и вопросы социальной поддержки. Планируем выезжать в районы, встречаться с медицинскими. Пусть это будет 1-2 человека, но мы хотим понимать, какие проблемы существуют. Но в Павлодаре продолжают бороться со стихийными свалками. Только в этом году в регионе выявили почти 100 незаконных мест складирования отходов. Почему проблема не исчезает годами и что собираются делать власти, расскажет Асия Серикова.
Груды строительного и бытового мусора, старые покрышки, ветки и отходы. Все это десятилетиями скапливалось рядом с Суворовским кладбищем. Экологи называют свалку исторической. Она появляется здесь снова и снова на протяжении многих лет. Сейчас на месте работает спецтехника, а инспекторы проводят очередной рейд по выявлению несанкционированных свалок. Я считаю, что предприятия, физические и юридические лица пытаются сэкономить свое время и денежные средства для вывоза отходов на специализированные предприятия, то есть на полигоны. Также существует проблема привлечения к ответственности, но сейчас эта проблема, можно сказать, сходит на нет, потому что добавилась статья 344, часть 2, прим. 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. То есть это создание несанкционированных свалок. Штраф на физических лиц составляет 100 МРП. То есть это сумма довольно ощутимая. По данным Департамента экологии, контроль ведется как во время выездных проверок, так и через систему космомониторинга. В этом году в области обнаружили 97 таких свалок. 93 из них уже убрали. Сейчас ведется установка видеокамер для фиксации нарушений, для предотвращения образования вновь несанкционированных свалок. На данный момент установлено 9 камер. Местными исполнительными органами сейчас ведется работа по подключению их к системе. Сообщать о стихийных свалках жители теперь могут и через приложение «Халық Тумара». После проверки обращения самых активных участников будут поощрять талонами на бесплатный вывоз отходов на городской полигон. В Департаменте экологии рассчитывают, что такой механизм поможет не только быстрее выявлять новые свалки, но и вовлечет жителей в поддержание чистоты города. Асия Серикова, Адильхан Муталяпов, Информбюро, Павлодарская область. Торговая марка «Чемпион» представила новинку «Чемпион Кения Райс». Это изысканный купаж, созданный специально для тех, кто хочет насладиться крепким чаем с ярким ароматом бергамота. Он создан из премиального кенийского листа. Богатый, насыщенный, глубокий и сбалансированный вкус. Стабильно высокое качество в каждой чашке.